Привет, это Крым Реалии. Сегодня вторник, 15:00 по Киеву. И, как обычно, в это время 20 минут в прямом эфире о событиях в аннексированном Россией Крыму. В студии Роман Спиридонов. И сегодня поговорим о новом виде преследования, вручении повесток в полиции задержанным крымско-татарским активистам, отношении крымчан к мобилизации и о том, что делать, чтобы не попасть в российскую армию на войну с Украиной. В Симферополе задержанным возле здания подконтрольного России суда крымским татарам в отделении российской полиции пытались вручить повестки. Это первый известный случай, зафиксированный правозащитниками. 25 августа в Крыму российские силовики задержали 23 человека, якобы за неповиновение законным требованиям полиции. Эти люди пришли на заседание подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя поддержать задержанных накануне активистов Крымской солидарности из Бахчисарая и Бахчисарайского района, обвиняемых российскими силовиками в организации и участии в террористической организации. Речь идет о запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. О том, как происходило задержание двоих из пришедших на суд, в комментарии с журналистам рассказал адвокат Эдем Семедляев. Один из них был Энвер Ага с Бахчисарая, который сидел в кафе, пил кофе, ждал своего брата, сына которого задержали, Шукри Ага. И в этот момент к нему подошли люди даже не в полицейской форме, а в синей какой-то одежде, и начали его дергать в автобус. Естественно, этот человек начал требовать, чтобы ему объяснили, что происходит, и в связи с чем его тащат в автобус неизвестные люди, не представившись, в масках. И вот это они расценили, что человек якобы не выполнял законные требования полиции. Как он должен был догадаться, что это сотрудники полиции, ну, это неизвестно. Второго человека вообще очень в жесткой форме повалили на землю, есть кадры, нанесли травму, у него рука как бы повреждена, на лице есть повреждения. В отделении у российской полиции у задержанных требовали оставить отпечатки пальцев, хотели их сфотографировать, а потом попытались вручить повестки. Эдем Семедляев рассказал о том, как это происходило. Поздно вечером, где-то после 21 часа, привезли сотрудника военкомата, и она попыталась начать выписывать всем повестки. С чего люди, были люди, которым по 60, по 70 лет, им тоже повестки, их тоже хотят забрать в армию или на СВО, или куда, непонятно. Поэтому, конечно же, люди отказались. То есть это не место, где можно или необходимо вручать повестки. То есть среди этих людей нет, кто скрывается там от военкомата или должен проходить какую-то военную службу. Но вот попытались таким образом давить на людей. Таким образом, через военкоматы, через еще какие-то органы пытаются давить на людей, чтобы они просто не приходили к судам и просто не поддерживали своих соотечественников, своих друзей, своих близких родственников. В субботу подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя приговорил 22 задержанных к административным арестам от 1 до 7 суток. Как сообщает Крымская солидарность, в числе осужденных оказались пожилые люди в возрасте от 64 лет до 71 года. Суд арестовал их на 24 часа, которые истекли на момент оглашения приговора. Самый строгий приговор получил Эльдар Алиев. Это его, как утверждают правозащитники, в грубой форме задержали подконтрольные России полицейские, повалив лицом на щебень, якобы из-за того, что тот сопротивлялся законным требованиям полиции. А с нами на связи аналитик правозащитной организации «Крымсос» Евгений Ярошенко. Добрый день, Евгений. Добрый день. Действительно ли это первый случай в Крыму, когда задержанным по административной статье вручают повестки? Случай массовых задержаний в общественных местах далеко не первый. За последние 3 года мы зафиксировали минимум 10 волн массовых задержаний людей возле оккупационных зданий. Это касается задержаний, при которых одновременно были временно лишены свободы несколько десятков людей. От
15 до 60. Однако еще ни разу не было такого кейса, когда при задержании сотрудники оккупационных военкоматов пытались вручить повестки. С чем это связано, пока непонятно. Однако это тревожный сигнал, который свидетельствует о том, что могут использовать повестки и угроза призыва или мобилизации как еще один способ запугивания крымско-татарских активистов, чтобы они, скажем так, не проявляли какую-то активность, чтобы не участвовали в мирных собраниях, не ходили на судебные заседания над соотечественниками и так далее. А какие последствия могут быть для тех, кто отказался брать повестки? Здесь нужно смотреть российское законодательство, которое Россия вот почти 10 лет незаконно применяет на оккупированной территории. Согласно российскому законодательству, ответственность за неявку в военкомат несет человек в том случае, если он подписал повестку. Недавно были приняты разные нововведения, которые, скажем так, усилили ответственность и облегчили разным органам, силовым структурам оповещения. Например, через разные порталы электронных услуг и так далее. Но в целом, если человек не явился первый раз в военкомат, то ему может грозить административная ответственность и штраф, согласно новым нововведениям, до 30 тысяч рублей. И при повторной неявке в военкомат это уже может быть расценено как уголовное правонарушение по статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое ответственность, наказание до 2 лет лишения свободы условно. А что вы можете порекомендовать непосредственно в таком конкретном случае, когда человек ограничен в свободе, перед ним появился представитель военкомата российского и настаивает на получении повестки? Вот как себя вести в этой ситуации? Знаете, очень трудная, деликатная ситуация. Вряд ли я смогу дать какой-нибудь исчерпывающий ответ, который бы подошел для различного рода ситуаций. Рекомендуется делать, максимально маневрировать, чтобы не подписывать. Нет подписи, тогда труднее будет доказать, что лицо было должным образом оповещено о повестке. Более того, повестка не обязательно означает призыв. Могут раздавать повестки для обновления разных персональных данных, состояния здоровья, семейного положения, работы и так далее. Особенно если это касается лиц, которым 60 лет и выше. Поэтому здесь нужно быть внимательным во время призывных кампаний. Осенью вот должна стартовать уже 18-я незаконная призывная кампания в Крыму. И также Главное управление разведки Министерства обороны Украины говорит, что в России на оккупированных территориях готовится вторая волна мобилизации, которая может охватить до 450 тысяч людей. Вот именно во время призывных и мобилизационных кампаний нужно быть максимально аккуратными, вплоть до того, что рекомендуется сменить место жительства, не пользоваться привычным телефоном, не пользоваться привычным номером телефона, общаться только с людьми, которыми доверяете. То есть таким образом, чтобы можно было изолироваться от привычной среды и избежать максимально контактов с военкоматами. Ну вот смена места жительства как может помочь в ситуации, когда теперь эти повестки стали электронными, они просто приходят на телефон, даже если человек их не получает, не видит на телефоне, да, он все равно считается уже с повесткой.
Ну, скажем так, если у человека нету своего аккаунта на портале электронных услуг, тогда, возможно, будет больше свобода маневрирования и можно будет каким-то образом, скажем так, обосновать то, что не был должным образом уведомлен. Однако, опять-таки, ситуация с повестками, призывами, мобилизацией, она очень деликатна, потому что нету идеального решения, которое могло бы обезопасить наших граждан в Крыму. Ну вот вы уже сказали о том, что по информации наших вооруженных сил в России готовится вторая волна мобилизации. Сказали цифру про Россию, а вот по информации телеграм-канала АТЭШ, называющего себя партизанским движением, российские власти готовят тоже, они это утверждают, новую волну мобилизации и хотят призвать 30 тысяч человек. Вот есть даже цитата из их сообщения. Наш агент из Севастопольского военкомата сообщает, что рашисты всю свою проводят совещания, инструктажи, повестки будут раздаваться в сопровождении сотрудников полиции или Росгвардии, особое внимание будет уделяться уклонистам. Конец цитаты. Надо отметить, что в официальных российских СМИ подтверждения этой информации нет. Более того, на встрече с военкорами российскими в июле этого года президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в России на данный момент нет. По его словам, вооруженные силы России с января набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще 6 тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев. Вот если говорить о Крыме, что означает цифра 30 тысяч? Это больше или меньше, чем было мобилизовано вот в активный период так называемой частичной мобилизации? Есть ли у вас такая информация? По некоторым данным, на территории Крымского полуострова осенью прошлого года было мобилизовано 10 тысяч человек. Получается, если поделить на количество населения Крыма, то это практически каждый 200-й житель Крыма был мобилизован. Для сравнения, на территории России, где население 144 миллиона человек и где было объявлено 300 тысяч, то там мобилизация коснулась каждого 500-го. То есть почти в 2,5 раза выше уровень мобилизации в Крыму, чем в России. И вот цифры, которые только что были озвучены в нашем эфире, говорят тоже о том, что оккупанты планируют на территории Крыма гораздо выше уровень мобилизации, чем на территории России, если брать по количеству мобилизированных на душу населения. С чем это связано, как вы считаете? У меня нету точных ответов, однако тут могут быть такие причины. Во-первых, Крымский полуостров непосредственно прилегает к зоне активных боевых действий. Недавно уже, последние 2 месяца, сам Крым тоже стал зоной активных боевых действий, и поэтому, скажем так, здесь больше будут задействовать местных жителей. Вот. К тому же еще в советские времена Крым называли кладбищем для силовиков. То есть полуостров, где очень много находятся представители различных силовых структур. И, соответственно, у этих силовых структур гораздо больше развиты различные административные инструменты, которые позволяют оперативно
и в достаточно больших количествах мобилизовывать население. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. С нами на связи был аналитик правозащитной организации «Крымсос» Евгений Ярошенко. И напоминаю, мы работаем в прямом эфире и продолжаем. Как стало известно Центру национального сопротивления и своих источников, российская администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии. По результатам этого исследования российские власти решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета. Надо отметить, что в публичном доступе информации о дополнительных льготах для российских мобилизованных нет, но поговорим об этом с главой Крымско-татарского ресурсного центра Искандером Бариевым. Он с нами на связи. Добрый день, Искандер. Добрый день. Известно ли вам о том, как в Крыму агитируют идти в армию и что для этого используют российские власти? Ну, скажем так, мне не просто известно о том, что как агитируют. Я знаю, у меня есть инсайдерская информация, что перед ними поставлена задача за последние до выборов в Государственную Думу Российской Федерации мобилизовать 1000 человек. И еще мобилизовать 2000 в частные военные компании, типа Вагнера. И, соответственно, у них план мобилизовать 3000 человек с Крымом. И, кроме того, у меня есть информация о том, что проходят и вручают повестки на рынках. И причем на рынке было зафиксировано нашими активистами, что на рынке Привозья в Симферополе носили и выдавали повестки для людей неславянской внешности. В первую очередь это там и кавказцы, и азиаты, и в том числе и крымским татарам давали, и другим представителям. Кроме того, когда мы говорим уже о повестках, то совсем недавно были обыски в 6 домах Бахчисарайского района. Далее 8 человек были задержаны. Из них 2 отпустили, по отношению к остальным 6. К 3 вынесли меру пресечения до 23 октября, а вторым 3 суд был на следующий день, когда собрались люди. И тогда на самом деле достаточно жестко начали скручивать руки, задержали вначале 26 человек, потом женщин отпустили, соответственно 23 человека были отвезены на участок, в участок полицейский. И да, Искандер, мы буквально несколько минут назад в эфире об этом говорили, чтобы просто не повторяться. Хочу у вас знать о настроении. Что вы знаете о том, как относятся в Крыму к мобилизации? Сколько крымских татар призывного возраста было уже вынуждено выехать из Крыма во время активной фазы так называемой частичной мобилизации? И продолжается ли этот процесс сейчас? Полных и четких данных никто дать не может, хотя мы стараемся это все фиксировать. И сколько крымских татар именно призывного возраста выехало в разные уголки, в третьи страны. Во всяком случае, на начальном этапе, когда в прошлом году была полномасштабная, не полномасштабная, а частичная мобилизация, то действительно только в Казахстан выехало 2000 человек, но через некоторое время некоторые люди стали возвращаться. А сейчас я думаю, что это тоже достаточно небезопасно, и, скорее всего, люди будут активизировать свой выезд, потому что по нашим данным, инсайдерской информации, с 20 сентября начнется новая такая волна, более публичная и более активная. На примере той, которая была, когда была частичная мобилизация. Поэтому сейчас мы можем однозначно сказать, что 1000 людей выехали, и действительно еще планируется, что будут, насколько я знаю, что люди стараются выезжать для того, чтобы не попасть в вооруженные силы Российской Федерации. Если мы будем брать по странам, то действительно в ряде европейских стран, в Соединенных Штатах Америки действительно есть, и в Турецкой Республике есть люди. То есть у нас есть данные там, где-то 1000, где-то 1500 человек, где-то 700 человек, но опять же они не полные.
Поэтому я бы сейчас не называл бы более четкие цифры, потому что мы над этим пока еще работаем, для того, чтобы все систематизировать и потом дать более четкую информацию. Это для нас очень важно. Благодарю вас. Да. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Эскандер Бариев, председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, был с нами на связи. А у нас на сегодня все. У микрофона работал Роман Спиридонов. Видеоверсия этой программы уже есть на YouTube-канале Крым Реалии. Чтобы не пропустить важные новости из Крыма, подписывайтесь на нас в соцсетях, ищите в Телеграме, в Инстаграме, ТикТоке. Добавьте сайт Крым Реалии в избранное, ведь крымчане имеют право знать.